Сегодня в этом доме горе. Оплакивают сына, который погиб 3 дня назад. Азизбеку Бактиярова было всего 24 года. Юноша погиб на границе в Баткенской области. Он был водителем грузовика, в этот раз должен был ехать в Лейлек. Как рассказывает брат погибшего, когда он звонил в последний раз, услышал, что дорога закрыта и грузовик в Баткене. А потом связь прервалась. Я разговаривал с братишкой 29 апреля в 11 утра. Он сказал, что дорога Лейлек-Исфана закрыта, и поэтому он остается в Баткене. После этого на связь он больше не выходил. Я поехал в Баткен, там нашел его машину, а его самого не было. 30 апреля вместе с военными нашли его тело. Молодой человек погиб от выстрела, как говорят родные. Он протестовал против обстрелов мирного населения приграничных районов. Азизбека искали почти сутки. Пуля попала ему в голову. Он был в приграничном районе вместе с местными жителями. Азизбек Бактияров родился в 1997 году в селе Ишкаван Карасуйского района. Соседи рассказывают, что юноша устроился водителем грузовика, чтобы прокормить семью. Азизбек был самым младшим сыном у родителей. Он был очень хороший, умный мальчик. Все село его знает, и сегодня мы все плачем. Кыргызстан скорбит уже 2 дня. В результате перестрелки на границе в Баткенской области погибли 34 человека. 1 и 2 мая официально объявлены в стране днями национального траура. Алена Смирнова, Самара Асанова, Абал Асылбекулу, Уларкай Назаров, ЛТР, Ошская область.